Это встреча для тех, кто любит свою профессию и желает постоянно в ней совершенствоваться. В актовом зале ИНГУ в диалоге о внутренней медицине участвуют не только терапевты, но и кардиологи, реаниматологи, гастроэнтерологи. Доклады участников посвящены самому широкому спектру вопросов, с которыми все они сталкиваются в своей клинической практике. Особое внимание уделили коронавирусу. Болезнь новая, ее особенности и последствия все еще продолжают изучать во всем мире. Активно начато проведение всех необходимых мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Пленарное заседание конференции о внутренних болезнях начинается с доклада исполняющего обязанности министра Магомеда Башира Балаева. Сегодня он один из председателей оргкомитета конференции. В ходе выступления Балаев рассказывает об организации медицинской помощи больным ковидом в Ингушетии. Также привел статистику и поделился успехами медиков региона в борьбе с новой инфекцией. Активизация первичного звена, то есть терапевтов на участках по территориальности. Это основная задача перед собой, которую мы сегодня ставим. И те задачи, которые будут сегодня обсуждаться на этой конференции, те проблемы, которые будут здесь обсуждаться, они дадут новый толчок в развитии самой системы первичного звена. Научно-практическая конференция «Диалоги о внутренней медицине» посвящена 80-летию со дня рождения доктора медицинских наук Юрия Белоусова. Ее организатор – Российское научное медицинское общество терапевтов, которое на протяжении 100 лет объединяет усилия ведущих отечественных специалистов в области внутренних болезней по всей стране. Президент общества, профессор госпитальной терапии лечебного факультета 3-го меда, академик РАН Анатолий Мартынов. Он лично посещает каждую конференцию. У людей с гиперактивией чаще развивается сердечно-сосудистая патология, чем без нее. В Ингушетии команда работает впервые. В ходе пленарного заседания профессор Анатолий Иванович выступил с докладом о гиперурикемии у больных с сахарным диабетом 2-го типа. Главной задачей этих встреч считает непрерывное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов в России. У нас много источников для того, чтобы человек, врач, понял последние достижения и смог их использовать. Но вся беда в том, что этих источников, несмотря на то, что их много, но доступность к ним, она ограничена их объемами. Наша задача дать квинтэссенцию в такой форме, чтобы информация порой очень сложная была понятной, легко запоминалась и была удобной для практического применения. Внутренние болезни – это огромное, почти безграничное информационное поле. Быть в курсе всего важного и нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в этом помочь. Посредством таких форумов делятся организаторы. Приезда гостей медицинский факультет Госуниверситета ждал давно. Из-за эпид-обстановки приходилось откладывать проведение конференции до лучших времен. Я вам могу только сказать, что у нас праздник науки, потому что мы так хотели собрать и пообщаться, и увидеть всех вживую. И сегодня мы видимся и передаем друг другу какие-то, может быть, новшества в лечении, алгоритм диагностики. И все это, конечно же, очень важно. В рамках научного мероприятия работает также выставка Российского общества терапевтов. Участие в конференции принимают около 300 человек. Собравшиеся уверены, что такие площадки играют значительную роль в развитии системы здравоохранения. Время ковида, оно не миновало никого, в том числе и нас, к сожалению. И последствия ковида, острых случаев как-то стало меньше, но последствия ковида, они продолжаются, так называемый длительный ковид, постковидный синдром. И сегодня в выступлениях было очень много интересного. Постковидный синдром в неврологии, в кардиологии, в гастроэнтерологии. И очень интересные моменты я для себя извлекла из этих выступлений. И я думаю, многие терапевты, мои коллеги тоже. Пока практикующие специалисты обмениваются мнениями, студенты и ординаторы получают новые знания. Рады, что конференция такого масштаба и с привлечением таких профессионалов проходит в стенах родного вуза. Ведь выехать в таком количестве у них не получилось бы. Прослушала доклад профессора Мартынова, открыла для себя много нового. Надеюсь, дальше мне в моей практике это пригодится. И вообще присутствие на конференциях такого уровня повышает не только профессиональные качества будущих врачей, но, я думаю, это и некий воспитательный эффект несут. И, конечно же, вообще общение с людьми извне, из других регионов, оно студентам только на пользу.
Далее работа конференции продолжилась по секциям, где были отражены разные тематики внутренних болезней. Участники обсудили секреты ревматологии, признаки и последствия долгого ковида и новые возможности терапии. Также в рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения. Президент Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолий Мартынов вручил ингушским врачам благодарности за вклад в борьбе с коронавирусом. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.